Kırım bizim vatanımız, Kırım bizim yurtumuz, Kırım bizim toprağımız. Tek bizim, tek bizim, tek bizim. Bu bizim dağlarımız, bu bizim bağlarımız. Kırım bizim baylığımız, tek bizim, tek bizim. Он вошел в историю как единственный в своем роде крымско-татарский бард, автор более 100 песен и настоящий патриот своей родины Асан Файтонче писал о том, что тревожит его народ. Он не имел музыкального образования, сам научился играть на гитаре, а затем и сочинять песни. Сын барда бережно хранит тетрадь с его текстами и делится воспоминаниями об отце. Узбекистан, город Бекабад. Вот это начало, мне там лет 9-10, и Баба нас хатырлаем, он всегда, он же возвращение, Ветан, Крым, Ветан, Миллет. Это то, что с чем мы воспитывались, и его песня, первые слова, Крым, Ветанымыз, Узаклаштык, Текаран, Бысенден. И после этого я уже стал больше знакомиться, видеть его, слышать его все чаще. Тематика песен крымско-татарского барда была разнообразной. Он пел о любви к родине, о семье, о бедах и проблемах крымско-татарского народа. Творческая жизнь отца, его творческая деятельность, она была непосредственно, то есть это была его жизнь. Это не было, как мы сказали, образ какой-то отдельный, и в жизни человек другой, нет. Вот все его песни, это все какие-то этапы его жизненные, его всегда борьба за справедливость, стремление возвращения на родину, получение каких-то благ для своего народа. Это был вот такой человек. Это человек, который всегда спешил на помощь. Особое место в творчестве крымско-татарского барда занимали песни о преступной депортации крымско-татарского народа. Его проникновенное исполнение трогало до глубины души. Дрогнула земля, упало небо, море от обиды почернело. Плакала природа, дождь пошел, но солдатам бравым нипочем. Бросились в атаку, яростно и смело, выводили из домов предателей, врагов. Ими были мамы, старики и дети, что встречали их, как близких, как родных. Мама! Мне страшно, очень страшно, слышишь, мама? Почему солдат пинает брата? Дедушку больного подымают, бабушку молящую стреляют. Депортация — это очень страшно. Это когда слово, это когда говоришь, это кровь в жилах застывать должна. Прочувствовать через себя все это. И это никогда не нужно забывать. И поэтому я пишу про депортацию. Он никогда не отрицал, что Крым многонациональный. Но историческое право он всегда отдавал крымским татарам. Это он до последнего писал. Тематика соответствовала тем этапам жизненным, которым проходил. Асан Файтонче сочинял до последних дней. Он беспокоился о родных и друзьях в связи с пандемией коронавируса, но уберечь себя ему не удалось. Его легкие были полностью поражены. И на 65-м году Асан Файтонче ушел из жизни. Бабам такой человек был, он больше думал о других. Он всем говорил: следите за собой, одевайте маски. Отвезли его в больницу, значит, долгое время не ставили диагноз, был диагноз пневмония. Вот. И только буквально за день-два до смерти поставили диагноз о той болезни, о которой мы говорим, и, к сожалению, уже не смогли правильно среагировать, не были готовы. Искусственная кома, аппарат ИВЛ и смерть. Асан Файтонче считал себя счастливым человеком, потому что жил и творил на родине. Его сила духа, неиссякаемая любовь к родине, своему народу, борьба за справедливость – пример для многих из нас. А мы хотим жить в счастливой стране,
Мы хотим жить в счастливой семье, на коленях у отца пролистать букварь и на кухне с мамочкой приготовить чай.